Здравствуйте, уважаемые соотечественники и гости нашего канала. Сегодня 25 октября 2025 года, суббота. Сегодня мы на нашем канале будем рассказывать о правозащитной платформе Dayanj, которая создана недавно и которая ведет свою огромную работу по оказанию правозащитной помощи нашим гражданам, консультаций и защита наших граждан перед этим диктаторским режимом, то есть защита гражданских и политических прав наших граждан. Я представляю сегодня на нашей площадке Диана Дадашева. Это одна из руководителей этой группы, правозащитной группы Dayanj. Диана, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. И Лала Абдурахманова. Она тоже является членом этой группы правозащитной платформы Dayanj. Лала, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Начнем, если вы позволите, девочки, начнем с Лалы. И я буду вопросы вам задавать, а вы будете отвечать. Уважаемые зрители, уважаемые гости нашего канала, вы знаете, что Лала Абдурахманова недавно была в ОБСЕ и от правозащитной платформы Dayanj сделала огромные выступления, ежедневные выступления. Она очень доступно, подробно объяснила всем присутствующим о ситуации в Туркменистане, о нарушении прав человека, о том, что вот этот режим, который сегодня имеется, он является бандитским, он не защищает права человека, а только ищет, как этих людей ограбить, взять взятку и сделать коррупцию. Сегодня граждане Туркменистана находятся в ситуации, когда само государство их грабит. В открытую, допустим, Хаким Алибабская вилайета открыто говорит: принеси мне столько денег, я тебе решу проблему, не смотри на законы. Если хочешь жаловаться, иди куда хочешь жаловаться, президенту, в ООН, куда хочешь, открыто говорят. То есть Туркменистан превратился в криминальную страну, где процветает криминал, коррупция со стороны правительства, поэтому его отмечают одним из последних стран по значению коррупции, то есть последняя страна, после нас только Северная Корея. И Туркменистан тем самым своей вот этой политикой, да, государственной политики, правительства вот этой диктатуры Гурбангулы Бердымухамедова и Сердара Бердымухамедова, как таковой политики нету, одна коррупция, и вот эта политика, вот эта коррупция заставляет людей покидать Туркменистан. Эти люди оказываются в Европе, в Турции, в России, там они попадают в нелегальную зону, то есть через какое-то время у них заканчивается срок действия паспорта, они обязаны нелегально оставаться, работать, платить деньги местным правоохранительным или другим органам, там делать криминальные операции, и потом эти деньги перечислять в Туркменистан, опять же, нелегальным путем, потому что официальных перечислений невозможно в Туркменистан. Ни один банк не принимает платежи, ни один банк не дает конвертацию реальную по 20, дает по государственному курсу, то есть ты в 6 раз меньше получаешь денег, если даже тебе удастся перечислить. То есть вот такие сложности бывают, и после этого, как эти деньги поступают в Туркменистан, это, естественно, они оказываются в кармане чиновников, потому что надо платить взятку направо, налево и так далее. То есть государство делает криминал, люди вынуждены покидать Туркменистан, вынуждены делать криминал там, нелегально работать, нелегально находиться, вынуждены зарабатывать и отправлять деньги домой. Нелегально переводят в Туркменистан эти деньги, и нелегально в Туркменистане, опять же, коррупция забирает эти деньги. То есть нелегал, бандитизм, коррупция порождает следующие криминальные операции. Вот на это мы сейчас обращаем очень внимание большое с разными государствами, мы рассказываем им, если вот этот криминал не остановить в Туркменистане, он будет распространяться на Европу, на Турцию, на Россию и так далее. Поэтому надо с Туркменистаном что-то делать. Надо остановить это безобразие, беспредел в Туркменистане. То есть передача власти от отца сыну, передача власти от отца дочке, полностью лояльные люди к этим вот трем человекам, а на остальное они даже не обращают внимания и позволяют делать криминал,
И гарантом этого криминала является Сердар Бердымухамедов. Я вкратце описал ситуацию. Более подробно мы сейчас вот у наших правозащитников смотрим, как это обстоит дела. Первое, я хочу задать вопрос Лале. Лала, мы благодарны за ваше выступление в ОБСЕ, где вы рассказывали подробно о ситуации в разных областях, значит, в разных областях прав наших граждан. И в то же время вы давали факты, в то же время вы объясняли ситуацию. Скажите, была бы ли какая-нибудь реакция из тех присутствующих, которые там находились, или туркменской делегации, или тех присутствующих людей, кто-то подошел к вам и расспрашивал до конца, или как это все происходило? То есть они были заинтересованы узнать, что творится в Туркменистане, или для них это обычное дело? Всем здравствуйте еще раз. Поняла ваш вопрос. После моих выступлений ко мне подходили люди узнавать. Вот мужчина с Белоруссии был, тоже занимается именно Туркменистаном, расспрашивал, как у нас, что давал свои контакты, попросил обязательно все написать об этом. С Казахстаном люди интересовались, с Узбекистана ко мне подходили люди, но не сами правозащитники, я имею в виду, которые на ОБСЕ, вот самое главное, я имею в виду те, кто рассказывал о своих проблемах, вот эти вот люди к нам подходили, ко мне подходили, но и были, которые занимаются делами Туркменистана, тоже подходили, расспрашивали, смотрели фотографии, которые я там раскладывала. И вы знаете, вот казахстанцы были очень удивлены, что туркменистанцы до сих пор молчат и что их гнобят. Ведь когда, говорит, мы слышали слово туркмен, я, говорит, туркмен, мы, говорит, восхищались от уважения, говорит, мы их просто боялись, потому что они такие смелые, сильные. Что стало с вашим Туркменистаном? Почему народ молчит? Им было очень интересно, почему вот до такой катастрофы дошел Туркменистан. Так вот. Окей. Понятно. Да, если можно, я пару слов добавлю. Наверное, Да, Алла просто от волнения забыла. Нами заинтересовались также и с Хельсинского фонда Финляндии. Знаете, что главный офис находится там. А затем, которые до сих пор со мной на связи, я им отправляю все материалы. Они тоже именно занимаются вопросами нарушения прав по Центральной Азии. Вот, с Украины были тоже, да, правозащитники, которые нас поддержали и тоже заинтересованы. Девочки из Польши и Риги, тоже они занимаются непосредственно экологией, но, вот, но им интересно было послушать о Туркменистане, что там творится с экологией. Благодарю. Спасибо большое за дополнение. Вот вы все равно выступали, и эти все выступления смотрел весь мир. Эти выступления, все правозащитные организации, которые там присутствовали или не присутствовали, они будут использовать в своих материалах. Соответственно, по этим выступлениям обрисовывается картина, что творится в Туркменистане, потому что вы реально приехали и там сделали свой доклад. Это очень хорошо для того, чтобы в Туркменистане работала конституция, в Туркменистане работали законы. Потому что, к сожалению, в Туркменистане защитить свои права в суде, в прокуратуре или в других инстанциях очень сложно. Там взятки, знакомства и так далее. То есть, как я и говорю, что государства нету, есть картинка. В этой картинке есть некий Аркадах, который поет, танцует, ходит, ралли делает там, иногда на объектах появляется, просто отдыхает. Есть его сын, который парализован в своей деятельности, все делает Аркадах, без него ничего нельзя сделать. И тем самым этот так называемый Гурбангул Бердымухамедов по кличке Аркадах с 2007 года управляет страной без остановок. Поэтому ситуация такая, мы знаем об этом, потому что мы каждый день переговариваем. Вот сегодня, например, я с Туркменистаном разговаривал, и мне сообщили, что машины с Мары из других вилаятов в Туркменистан не пускают, ни автобусы, ни машины. Всех проверяют. Это после вчерашнего выступления, что мы сказали, народ будет подниматься в очень скором времени, и они боятся, они все перекрывают. Этот режим держится на страхе, на запретах. Если нету запрета, то в этот же день все поменяется. То есть запрещая
свободно ходить людям, запрещая с других вилаятов приезжать в столицу, запрещая, фильтруя этих людей, запрещая внутри Ашхабада находиться больше 2 человек вместе и так далее, тем самым они удерживают власть. Вот если они этого не будут делать, они не смогут удержать власть. Настолько они слабые, настолько у них нет никакой поддержки народа, есть единственная поддержка правоохранительных органов, которым они платят и разрешают делать беспредел над народом, лишь бы закрыть рот народа. Вот на эту тему я бы хотел задать Диане вопросы. Диана, вот вы занимаетесь ежедневно правозащитной деятельностью на своей платформе. Много ли граждан к вам обращается? Ой, я хочу сказать, что достаточно. Да, вот, допустим, если рассматривать тенденцию прошлых годов, вот, когда мы еще все были в каких-то определенных группах по правозащите, это было очень маленькое количество. Сейчас звонки, письма, то есть люди перестали бояться. А вот вы говорите, что страхом можно удержать власть, но это ошибочное мнение. Да, до какого-то предела возможно, но я думаю, что как раз-таки этот предел уже настал, когда уже и страхом людей невозможно будет удержать. Потому что люди боятся до какой-то определенной кондиции. Но когда они видят, что в каждом доме сейчас уже происходит горе, уже страх теряет смысл. Ну, поэтому никаким страхом они больше это не удержат. Кейсов у нас достаточно много. Мы работаем, можно сказать, 7/24. Не жалеем сил для того, чтобы помочь нашим гражданам. И если вот вы позволите, я хотела бы по ОБСЕ немножко рассказать, чтобы нашим гражданам было понятно. Я заметила такую тенденцию, наблюдая, как проходит вот ОБСЕ со стороны. Все страны Центральной Азии – это склоки, да, это, допустим, приезжает делегация какая-то, называя себя там НПО, допустим, кроме Туркменистана. Туркменистан, конечно, даже настолько не уважает своих граждан, даже не считает нужным приехать и как бы в диалог вступить, да, на ОБСЕ прийти, я имею в виду. А вот другие, Казахстан, там, Кыргызстан и так далее. Но если вы заметили, посмотрите, как европейцы отреагировали на жалобы своих граждан. Меня это очень сильно поразило и удивило, и я бы хотела, чтобы об этом услышали наши граждане Туркменистана, как на самом деле должны реагировать правительства. Они выступали так: наши дорогие, уважаемые граждане, вот мы сейчас на ОБСЕ услышали вашу проблему, и мы просто находимся в шоковом состоянии. Неужели в нашем государстве так происходит? Спасибо, что вы сказали нам о проблемах граждан. Мы обязательно эти все вопросы решим. Спасибо, что вы приехали. Это говорят делегация своим ЭО, которые рассказали о тех или иных вопросах. Хотя я знаю, что на местах тоже решаются, да? Они не ругались с ними, им не парировали всякими там придуманными фактами или еще чем-то. Они это восприняли, что естественный процесс, приехали пожаловались, и они им сказали: мы обязательно решим, и плюс благодарим вас, что вы рассказали о нарушениях прав человека. А у нас ни диалога, а если это диалог, то это диалог страха и силы, да, например, мы считаем себя силой, а они нас хотят запугать страхом. Вот я хотела немножко вот это тоже подметить, чтобы наши граждане знали, как должно обращаться правительство и относиться к своим гражданам с уважением. Да, вы говорите о нормальной стране, где есть государство, где есть парламент, где есть правительство, где есть суды независимые, где есть НПО, где есть гражданская активность, где есть гражданское общество. К сожалению, у нас вот этих атрибутов никакого атрибута нету. Честно говоря, у нас нету гражданского общества. Мы его создаем. За 34 года правления диктаторов они смогли уничтожить полностью гражданское общество. Мы его сейчас создаем, поднимаем, вот прям с углей поднимаем. Все возрождается. И это очень хорошо, это меня радует, потому что очень многие люди начинают быть активными, жалуются, видео, фото отправляют, просят о помощи и так далее. Это говорит о том, что сейчас вот в стране у народа возникла потребность защиты своих прав, потребность жить и своим детям. Это очень хорошо. Вы подробно рассказали, я тоже был на этом ОБСЕ, и первые 3 дня, когда я выступал, к сожалению, туркменской делегации не было, я ее хотел перехватить,
переговорить, но, к сожалению, не смог этого сделать. Я еще раз напоминаю всем нашим зрителям, сегодняшний контент мы говорим о правозащите. Мы не выходим из темы, поэтому мы не будем о другом говорить. Я бы хотел вот этим выступлением познакомить вас более подробно с работой правозащитной платформы Dayanch и обратиться к вам, естественно, ко всем гражданам Туркменистана. Если у вас есть проблемы с правозащитой, защитой своих прав, интересов и так далее, вы можете свободно обращаться в правозащитную платформу Dayanch. Они очень активные, очень реактивные, быстро реагируют на все. И до сегодняшнего дня еще ни одна правозащитная организация так не работала. Ни Human Rights Watch, ни Туркменский фонд, ни там спасители своей семьи, там права и граждан семьи Каризовых. Никто этим не занимался. Вот единственно эта организация. Мы очень рады, что они появились наконец-то. Это первое народное НПО, которое вышло из народа, которое реально занимается, не какие-то обворовавшие чиновники нашего государства, которые приехали, себя защищают и открыли эти правозащитные организации. Реальные люди реально работают и реально имеют огромное доверие. Я вот это хотел подчеркнуть, поэтому мы, все демократическая оппозиция, очень сильно рассчитываем на них. Сегодня угрожает опасность депортации наших вот этих граждан, которые занимаются правозащитой, потому что они очень сильно оказывают давление на режим, который сегодня существует в Туркменистане. И поэтому вот этим выступлением мы хотели бы, чтобы все граждане Туркменистана поддержали наших девушек Лалу, Диану, Зарину и Айну. Они выполняют огромнейшую работу. Эта работа неисчерпаема. У нас в Туркменистане должно быть минимум около 200 НПО, правозащитных организаций, но, к сожалению, сегодня ни одной нету в Туркменистане. Все эти правозащитные организации, по пальцам пересчитать, находятся за пределами Туркменистана. Вот, Диана, я бы хотел вам вопрос задать, да? Вы находитесь за границей Туркменистана. Вам очень сложно решать, скажем, проблемы, связанные с Туркменистаном внутри страны. Вам иногда очень трудно связаться с этими гражданами, которые к вам обращаются. То есть они дают материалы, обратная связь очень трудная. Тем не менее, вы им предлагаете какие-то выходы из ситуации, то есть обращение в другую инстанцию, в третью, в четвертую. Вот эти граждане Туркменистана, которые к вам обращаются, когда вы говорите, обратитесь в ООН, обратитесь в американское посольство, обратитесь туда, они это делают или они только вам обращаются и боятся, сидят? Нет. Вот до сегодняшнего дня не было ни одного случая отказа, когда я им говорю, пишите заявление там, в ООН, в какие-то еще инстанции, абсолютно, люди уже перестали бояться. И так они прямо и говорят, а чего уже бояться? Уже чего на данный момент бояться? Нас и так лишили всего. Кого-то лишили документов, кого-то пенсии, кого-то права на выезд, на воссоединение семьи и так далее. Поэтому это, на данный момент нет, уже люди не боятся ничего. Это радует. И даже они нам пишут письма такие, что мы несем сами ответственность за риски, которые нам, если будут угрожать, так и так далее. Да, мы вам об этом, конечно, напишем и сообщим, но мы берем на себя ответственность за риски, потому что так жить уже невозможно. Вы правы. Вот смотрите, нас всегда, как политиков, обвиняют в том, что когда мы говорим, люди, не сидите, идите в Хекимлик, делайте протесты, перекрывайте дороги, нам всегда, вот правозащитники говорили, что вы бросаете людей в огонь. Ну вот смотрите, мы от того, что сидим в огне, да, то есть ничего не делаем, проблемы скапливаются, люди умирают из-за этой системы, из-за этого бездействия, да. Кто-то от рака, кто-то от нервов, кто-то от сердца, кто-то от чего-то. Кто-то от безвыходности умирает в связи с этим режимом, едет по дороге, дороги не отремонтированы, там разбился, там. Кто-то уехал от безвыходности в Турцию, там, значит, пострадал, там никаких прав нету, ни медицины, ни то. От аппендицита умирают люди просто, потому что не могут пойти лечить себя, потому что нету документов, нету возможности получить страховку медицинскую и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это последствия вот этого режима, который сегодня ограничил все и действует.
Вкратце, если объяснить, допустим, вы лежите в операционной системе, вам надо срочно аппендицит выразить. И человек, который это должен сделать, говорит, я это сделаю, я официально назначенный врач, вот я официальный президент, я официальный национальный лидер, я это сделаю, вы не волнуйтесь, успокойтесь. Идет в другую комнату, делает открытие объектов, кофе пьет, там, на гитаре играет, ну, в общем, ерундой всякой занимается, а человек, и человек умирает, он даже не приходит туда проверить, он умер или не умер. Он просто забывает об этом, потому что у него открытие объектов, у него, значит, для его картинки он должен на коне покататься, там на велосипеде проехать, поехать куда-то, перекрыть дороги, и беременная женщина со своим ребенком, со своим мужем не может попасть в скорую помощь, из-за него все перекрыто, они плачут, все делают, эта женщина умирает от того, что не получила своевременную медицинскую помощь и так далее. Это им наплевать. Вот это вот, если изобразить вот ситуацию, это вот именно такая ситуация. Человек приходит, его ложат на койку для того, чтобы сделать операцию на аппендицит или на другой орган. Человек, который должен делать, выходит, говорит, это я, вот мои инструменты, я врач, я ответственен за эту операцию, меня назначили, все, меня народ избрал, я это сделаю, уходит в другую комнату и на коне катается, на велосипеде, на машине восьмерки делает, песни поет, там, встречается с кем-то, с кем не надо, едет в какую-то страну, просит деньги, или свои интересы там рассматривает, племянников там надо поддержать, Дубай едет. Ну, в общем, всякой ерундой занимается. А этот человек, который, скажем, народ, лежит на операционной кушетке, он так и умирает, они даже не приходят, потом они говорят, умер, кстати, я не успел сделать, там не извиняются, ничего такого нету. Вот смотрите, женщина с ребенком умерла. Даже не извинился, даже не вышел, даже не сказал. Никто ничего не сказал. Они, как всегда, вот 3-4 года рот закрывают всем и себе, как будто этого не было. Это вот их борьба против реальности, против открытости, против прозрачности и против правды. Замолчать, закрыть всем рот, никто ничего не должен знать и сидеть. Но сегодня это не работает, потому что сегодня Даянч выступила, сегодня политики выступили, сегодня уже Центральная Азия закрутила. Оно сейчас набирает обороты, и это охарактеризует их реальный образ вот этих вот диктаторов, что они не то что народом избраны, да они просто народ ни во что не принимают. Для них умер кто-то из народа, из-за них по барабану. То есть как после этого говорить им национальный лидер, национальный герой, наш президент уважаемый, наш президент сын национального героя Аркадага. Как вот эти слова можно говорить? Какое надо иметь лицемерие? Вот я обращаюсь к пожилым людям Туркменистана, гражданам Туркменистана. Мы их называем предатели народа. Как можно после этого обращаться и говорить: о, великий господин государь Аркадаг, если бы не ты, мы бы уже все умерли. Так из-за того, что он есть, мы умираем. Если бы не он, мы бы не умирали. То есть все наоборот. Вот в этой ситуации очень трудно защищать права человека. Меня радует то, что вы рекомендуете людям обратиться в ООН или туда-туда, и люди идут уже. Они уже ничего не боятся. Они уже знают, все равно умирать. Все равно уже дошло до того, что единственный метод защитить свои права – это идти в ООН, это идти в американское посольство, это идти во все эти организации, которые не связаны с Туркменистаном, к сожалению. Потому что на территории Туркменистана это уже невозможно сделать с учетом вот этих государственных институтов и государственной власти. Скажите, пожалуйста, вот если в ООН, в Туркменистане внутри не получается, какая дальнейшая процедура? Как вы дальше поступаете с этими людьми, у которых проблема? То есть как вы их защищаете или как вы им помогаете, чтобы они смогли защитить свои права? На самом деле мы не ждем абсолютно. Пока они идут, пишут там, мы в это время уже работаем как бы с международными структурами, потому что мы понимаем, что никакого ответа даже от структур ООН в Туркменистане не получим, потому что все работает под Туркменистан. Да, именно. И вот в понедельник как раз-таки мы будем заявлять об этом на международных площадках, потому что они получают зарплату, они получают наши личные деньги из нашей личной казны,
И они не хотят помогать, в наглую не хотят помогать нашим гражданам. И поэтому мы решили в понедельник поднять этот вопрос на международном уровне и заставить их исполнять свои обязанности. Так как ООН не реагирует, мы сразу же здесь такие же копии писем плюс сопроводительные письма пишем во все международные структуры. Все осведомлены о проблемах тех людей, права которых были нарушены и чьим кейсом мы занимаемся. То есть надо полагать, что в ближайшее время будут только увеличиваться жалобы и заявления туркменских граждан во всех международных организациях. То есть если раньше спецдокладчик не смог найти материала для того, чтобы оказать давление на власть Туркменистана, что они нарушают международные конвенции, соглашения, элементарные права граждан, которые даже указаны в международных конвенциях, которые они не подписали, Туркменистан обязан это соблюдать, потому что это сейчас норма, мировая норма. Значит, я думаю, что если давление будет оказываться, что какие-то подвижки по-нормальному должны произойти в Туркменистане. То есть власть должна будет обращаться на права граждан. Или вы так не думаете? Ну, я не знаю, эта власть, скорее всего, не обратит внимания ни на что, на власть я абсолютно не надеюсь, но как минимум международные институты и институты правозащиты внутри Туркменистана мы работать заставим. А вот по поводу власти я сомневаюсь, потому что когда власть несменяемая, она становится невменяемой, вы это прекрасно понимаете. И без того, как убрать эту власть, ничего не поменяется. Потому что если за 34 года ничего не изменилось, и они именно творят геноцид над туркменским народом, это уже только геноцид, по-другому я это назвать не могу. Демографический кризис ужаснейший демографический кризис, и погибшая женщина в положении, да, с малышом, это огромное звено в демографии, которое мы опять-таки потеряли. Туркменская нация вымирает, и они это не понимают до сих пор. Да, может быть, это пусть они этнические узбеки, неважно, но граждане Туркменистана. Огромная часть туркменских женщин выехала за границу, вышла замуж, рожают здесь, уже никто не хочет возвращаться, да. Все ищут способы, как оттуда выехать, готовы отказаться от туркменского гражданства. Очень много у нас запросов, именно как можно отказаться. Мы не хотим быть гражданами этой страны. Понимаете, просто закон этого не позволяет. Если бы закон позволял, поверьте мне, 90% туркменистанцев были бы давно уже за границей. Вот. Можно и поэтому... Пока власть... Нет, не так выехали бы. Я имею в виду, что если была бы возможность просто подать документы, отказаться от гражданства и быть лицом без гражданства, и иметь право выезда, уже все закончить с этой страной, да, у людей, потому что все абсолютно не осталось никакой ни веры, ни любви, ну ничего не осталось абсолютно. И людей-то не осталось, в принципе, если взять, если вот по-честному смотреть на статистику там и так далее, людей-то, в принципе, не осталось там. И поэтому я уверена, что международные институты правозащиты, либо туркменские институты правозащиты заставить работать возможно, исполнять свои обязанности, то есть не заставить работать, а исполнять свои прямые обязанности. А вот по поводу власти я не сомневаюсь, что они просто обязаны сложить полномочия, они некомпетентны, и у меня нету других вариантов. Я не хочу, чтобы они... что-то поменяли, они не поменяют. Абсолютно они не поменяют, потому что это же надо суметь признать. А как люди, бандиты, преступники могут признать свое преступление? Это там из 100 тысяч человек один приходит и говорит, да, я вот совершил это преступление, закройте меня. Остальные же никто не признаются, их ищут, проводят расследование и так далее. То же самое они же никогда не признаются. Это же тюрьма. Им грозит тюремный срок за такие преступления. Естественно, они ни в чем не признаются. А пока человек не признается, он и не изменит как бы обстановку в стране. Поэтому это только сложить полномочия и больше ничего, потому что они некомпетентны. Это недееспособная власть абсолютно, ни в чьем лице. Пусть это будет Окулджахан Атабаева, Сердар Бирдой, как хотите называйте их. Да? Это вообще меня их имена, фамилии не интересуют. Это один единственный клан для меня недееспособный, абсолютно недееспособный. Да, спасибо большое. Очень ясно вы объяснили. Вот меня всегда удивляет один вопрос. Туркменская статистика. Она, как и режим, настолько отсталая, что обманывает весь мир.
Например, сегодня они говорят, что более 7 миллионов человек проживает в Туркменистане, то есть находится. Если посмотреть динамику, да, последних вот хотя бы 5 лет, да, рождаемость упала, люди выезжают. По нашим расчетам было 4 миллиона, сейчас, наверное, где-то 3 миллиона 200, 3 миллиона 500 максимум осталось граждан Туркменистана. И тем не менее у них показатели растут, и мы как бы почти в 2 раза поднялись и стали 7 миллионов. Я думаю, они взяли показатели Узбекистана, потому что я не раз критиковал Туркменистан, власти Туркменистана о том, что в Казахстане за 20 лет, за последние 30 лет было 17 миллионов, стало 20 миллионов. В Узбекистане за последние 34 года из 20 миллионов стало 35 миллионов, то есть на 65% поднялось. В Туркменистане из 4 900 стало 4 миллиона, то есть мы уменьшились по нашим всем расчетам, которые мы имеем. Но, к сожалению, туркменская статистика показывает, что мы увеличиваемся, все прекрасно, тихо, небо у нас спокойно, оно такое же спокойное небо и в Узбекистане, извините меня, и в Казахстане, и в Афганистане, и в Иране, гордится этим, и в других, я не знаю, где-то 170 стран, и гордится этим, ну, как бы это настолько глупо, то есть лишаясь остальных прав и гордиться, что у тебя небо как бы спокойное, это, ну, глупость какая-то, которую туркменская пропаганда распространяет. И это еще не самая главная проблема. Самая главная проблема сегодня каждый туркменистанец, я повторяю, каждый туркменистанец, на каждом садака, на каждом мероприятии друг у друга спрашивают: у тебя есть вариант уехать? Есть? Давай, я это делаю, и занимаю деньги и выезжают из Туркменистана. То есть у них вся цель уехать оттуда. Это связано не только с тем, что им плохо там жить, это связано, что нету прав человека, нельзя отстоять ничего, нету прав не только свободу слова, передвижение, ведение бизнеса, права на медицину, права на обработку земли, права на работу, права на свободу. Никаких прав нету. Поэтому они выезжают. И они выезжают в такую страну, как Россия, где тоже нет прав, в такую страну, где Турция, где я бы не стал хвалиться, что там прав много, в такую страну, как, допустим, Узбекистан. Но в то же время в этих странах, вот, которых я обозначил, прав намного больше, чем в Туркменистане. Вот дайте оценку вот этому вот моему мнению. Правда ли это? Если правда, то как вы на это смотрите? Это абсолютная правда. Причем, если вы заметили, например, лет, наверное, 10 назад никто не выезжал с детьми. Вот кто? Не было таких случаев, я не видела, по крайней мере, ну, может быть, там из миллиона один человек там с детьми как-то выезжал. Сейчас из-за страха за будущее своих детей, они видят, что абсолютно все бесперспективно, уже люди покидают страну именно семьями. Да, женщины, которые выезжают, выходят замуж, рожают здесь, это другая проблема демографическая. А вот это уже проблема другая, вывозят молодое поколение, потому что знают, вот я в одном из интервью с вами говорила, что раньше наши женщины-туркменки, по крайней мере, с моего вилаята, да, они всегда говорили: ни в коем случае там не женись, ты приезжай, это твоя родина, ты должен жить здесь, жениться на своей национальности там, и так далее. Сейчас все наоборот. Мамы уговаривают: пожалуйста, женись на ком хочешь, бери женщину с детьми, нас не волнует ни национальность, ни вероисповедание, ничего, только не возвращайся обратно в Туркменистан. Потому что родители понимают, перспектив у молодежи нету. У тебя есть... Каждую секунду есть возможность попасть в места не столь отдаленные, причем ты даже, может быть, ничего и не совершил, и, скорее всего, ты ничего не совершил. Да? И они боятся за своих детей, потому что полиция избивает, там комитет постоянно отслеживает тебя, там, куда ты лайкнул, куда ты там зашел и так далее. То есть миграция просто повальная. Я же вам говорю, это не просто миграция, а люди нас спрашивают, как можно отказаться от туркменского гражданства. Уже они доведены до истеричного состояния, которые они просто не хотят это гражданство. Просто закон не позволяет этого. Поэтому, а статистика, о которой вы говорите, они обманывают мир.
Я хочу сказать, просто они и обманываться-то рады, понимаете? Очень удобно все устроились. Эти обманывают, те рады обманываться, и нам, гражданам Туркменистана, нельзя этого больше допускать. Нельзя, чтобы они обманывали, а те, другая сторона, вторая, рада была обманываться. Нам нужно заявлять о правонарушениях постоянно. Причем мы подали уже огромное количество кейсов, не буду озвучивать сколько, потому что многие из тех кейсов, которые нам предоставили люди, они не хотят публичности, да? Им самое главное, чтобы защитили их права. Кто-то хочет публичности, кто-то не хочет. Мы сохраняем конфиденциальность. Пожалуйста, мы, как другие, не требуем, запишите видео. Нам достаточно подтверждения документальное. И все. Что да, вот по такой-то статье такие-то права нарушены, мы сделали вот это, прикладываем все это в документ и отправляем. Нам главное, чтобы было правонарушение в той или иной сфере и так далее. И поэтому я думаю, что машина уже начала работать. И она начала работать против режима. Да. Вот я бы хотел добавить, да, что вы смогли поднять уровень правозащитной деятельности общей, да, и в Туркменистане, и снаружи, на новый уровень, потому что вот такого не было. Конечно, у нас вот работал только Туркменский фонд, и то он выбирал досье, который будет заниматься. Они не такие оперативные, реактивные. Они, надо отдать должное, они занимаются, они иногда добиваются успехов, они пишут свои доклады и так далее, надо отдать должное, но они не такие реактивные и оперативные. С вами, вот когда мы работаем, мы озвучиваем проблему, мы даем документы, мы даем это, буквально в этот же день уже все письма ходят. То есть это очень оперативно, и мы считаем, что вот вы наверстываете все упущенное в правозащите. Дорогие зрители, дорогие... Да, извини, говорите. Туркменистанцы, с нами в эфире Диана Дадашева, она является членом правозащитной платформы Даянч. Лала Абдурахманова, это наша героиня в ОБСЕ, она тоже занимается правозащитной деятельностью. Никто им ничего не платит, они самостоятельно взяли за это дело, самостоятельно занимаются. И я хочу попросить обратить все международные организации, правозащитные, Human Rights Watch, Amnesty International, Хельсинкский фонд и другие фонды по правам человека, обратить на эту правозащитную группу, потому что они подняли правозащиту в Туркменистане на новый уровень. Такого еще никогда за всю историю Туркменистана не было. Первое. Второе. Я прошу поддержать их, потому что они охватывают 85% оппозиции и граждан Туркменистана. То есть, если какая-то правозащитная организация, как, например, Туркменский фонд, они выборочно смотрят дела, охватывают маленький процент, то с ними, вот с этой правозащитной организацией работает 80% демократической оппозиции, которая 85% охватывает население Туркменистана. То есть они огромную работу выполняют, и я прошу им оказать полное содействие. Сегодня наши правозащитницы находятся в опасной ситуации. Ни одна правозащитная организация так не находится, как они. В Турции они проводят эту огромную работу. Им угрожает опасность и в Туркменистане, и в Турции. Кстати, мы к этому вернемся. Поэтому я прошу защитить наших правозащитников, оказать им содействие. Сегодня они сами являются жертвами режима, и им нужна помощь. Вы будете смеяться. Тот человек, который занимается правозащитой, сразу становится угрозой режиму и попадает под все напряжения, под все усилия этого режима в борьбе против демократии, прав человека и так далее. Поэтому они на острие борьбы, и я прошу туркменский народ их поддержать. Я им давно предлагал, создайте фонд. Мы в этот фонд перечислять будем деньги, попросим наших граждан, потому что все эти деньги уйдут на адвокатов, на тех людей, кто нуждается и так далее, и так далее, и так далее. Мы, вот демократический выбор Туркменистана, не занимаемся этим. Мы ведем политическую борьбу. Мы раскрываем кое-какую коррупцию, где-то что-то, где вот мы сможем раскрыть, а остальное время мы боремся за права граждан и за то, чтобы сменить эту власть законным путем.
Потому что мы пришли к тому, что если мы не сменим эту власть, мы дальше не можем двигаться. Мы будем топтаться, как оппозиция, которая до сегодняшнего дня топталась, еще несколько десятилетий. У нас времени нету, потому что 34 года – это 2 поколения туркменистанцев живут в диктатуре. Поколение, которое вырастает, они не видели другую жизнь. И они эту диктатуру принимают как естественную среду, естественную жизнь. И очень трудно будет этих людей значит, сделать свободными, поднять против режима, защищать справедливость, защищать права человека и так далее, и так далее, и так далее. Потому что пропаганда сегодня ведется очень масштабная. Обратите внимание, за 34 года они забыли всю историю Туркменистана, которая была до 91 года. Они рассказывают везде, на телевидении, в книгах, везде только историю своей семьи. Сначала это был самозванец Туркменбаши, который украл выборы, с одним кандидатом провел выборы, выиграл успешно 99,9%, второй раз провел выборы с одним единственным кандидатом с собой, опять успешно себя выиграл, а третий раз вообще сделал пожизненно себя с помощью халк-маслихаты. Второй, извините меня за идиот, сфальсифицировав выборы, выиграл, находился у власти до 22 года, потом демократическая оппозиция поднялась, начала его давить, подарил пост своему сыну, вызвал его на усиление и просто произвел передачу власти от отца к сыну. Сегодня он уже вытянул свое третье звено, дочку свою, и ее раскручивает, и ей передает власть или Меджлис, или Министерство иностранных дел. Итак, этот семейный подряд полностью узурпировал Туркменистан. И вот отсюда все вытекает. И вот отсюда идут все эти правонарушения. И вот отсюда идет, что они первые, глава государства, в виде Сердара Бердымухамедова, не понимая, что за все он отвечает. За то, что Гурбангулы Бердымухамедов сегодня идет и открывает объекты, он не должен этим заниматься, он не Министерство строительства, он не президент. Он должен идти в Меджлис и разрабатывать идею, национальную идею Туркменистана, идею возрождения Туркменистана, стратегию Туркменистана. Этот человек, как и раньше, с 2007 года воровал на строительстве больших объектов, также идет и продолжает воровать дальше. У него только статус поменялся. Сейчас он национальный лидер, издал закон, что его трогать нельзя, опять же, нарушив права остальных граждан Туркменистана, потому что по Конституции все мы одинаковы, никто не должен себя выносить сверх Конституции, он себя вытащил другим конституционным законом через сына. И теперь за все несет ответственность Сердар Бердымухамедов, который даже не понимает, где он оказался и как, извините за выражение, его задницу папа использует. То есть такая смешная ситуация, я думаю, только в Туркменистане. Вот я бы хотел у вас спросить, наши дорогие правозащитники, в связи с тем, что вы очень активно стали, вы подняли на большой уровень правозащиту в Туркменистане и за рубежом. Оказывается ли вам давление в Туркменистане или в Турции? То есть угрожает ли вам что-нибудь или режим вас боится? То есть какое отношение режима к вам? То есть какие у вас взаимоотношения с ними? Вы с ними боретесь, это понятно. Но какие они против вас ведут свои вот дела? Как это происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну вот если по поводу меня брать, потому что Лали они навряд ли смогут угрожать, потому что они всегда боятся, когда у человека есть второе гражданство. Как бы они там ни бахвальством вот этим не занимались, но они этого, естественно, боятся, связываться с гражданами еще какой-то определенной страны. Вот по поводу себя я хочу сказать, что давление на меня и на мою семью началось с 2021 года, когда вышло мое первое интервью на канале у журналистов, и они были юристы и журналисты, да, команда. Вот. После этого начали вызывать в комитет маму девочки, с которой я выступала, это мой классный руководитель Зыкова Любовь Андреевна, начали на нее давление, она очень много плакала, потому что и граждане Туркменистана, ну, то есть наши сограждане от нее отвернулись, с ней никто не разговаривал. Если знаете, в те времена еще как таковых там активистов, гражданского общества вообще не существовало абсолютно. Вот. И тогда она увидела 2 уголовных дела, которые были заведены на меня и непосредственно на ее дочь. Вот.
Но дело в том, что они могли отследить как раз-таки ее дочку, а меня отследить они не смогли. Они очень долго искали, кто такая. Они вычислили меня только по комментариям, которые я оставляла на других платформах и так далее. После этого, ну, мои родители там не живут, поэтому им-то, в принципе, преследовать было некого. Они приходили к нашим родственникам, то есть к двоюродным брату, сестре, нашим невесткам и так далее. То есть это как бы вторая линия наша родственная. Они начали приходить к ним, оказывать давление на них. А затем, когда мой сын уехал в Туркменистан для того, чтобы отказаться от гражданства Туркменистана в пользу украинского, а вот тогда, конечно, они прям очень сильно постарались на него надавить и заставить его написать на меня донос. Именно под давлением мы его закрыли в кабинете, выгнали, если не пошел мой двоюродный брат, они его выгнали, закрыли его в кабинете, сказали, что в любом случае ты дашь, то есть этот донос ты напишешь, хоть так, хоть так. Ну, то есть так сначала они психологическое давление применяли, но обещали физическое, да. И, естественно, мой сын, я его до этого предупреждала: сынок, я знаю, что на тебя будут из-за меня оказывать давление, поэтому соглашайся со всем, на все их условия. Да, хочешь донос пиши, хочешь там ругайся на меня, видео хочешь запиши, мне вообще это не волнует. Главное, что твоя безопасность, да, ты не отвечаешь за мои поступки или за мою какую-то деятельность и мою позицию гражданскую. А в итоге его, конечно, заставили написать донос, он был шокирован таким отношением, потому что как бы основную часть уже как такой подростковой своей жизни он провел в свободной стране, в Турции, да, у него прошло замечательные вот эти годы подростковые, и он был шокирован произошедшим там, что вот так вот, говорит, они меня заставляли писать то, что вы не говорили, мама, никогда, ни в комментариях вы не писали этого, ничего такого не происходило. Естественно, я закатила скандал, я позвонила тем людям, которые его непосредственно допрашивали, я сказала: у вас есть мой номер, я ни от кого никогда не пряталась, не прячусь, у вас есть мои данные, все, что вы хотели от меня взять, любое заявление, любое подтверждение, что да, я пишу комментарии, да, я против преступной власти, да, я защищаю права человека, и это мое законное конституционное право, я его использую, в отличие от других запуганных граждан Туркменистана, да, и для того, чтобы их тоже разбудить в смысле гражданского общества, существуем такие, как мы. Связь что-то прерывается или у меня, или у вас. Что вы так... У Дианы, наверное, связь что-то. У Дианы, да? Окей. Ага. Я прошу прощения у наших телезрителей. Связь прерывается, видать, интернет, проблемы с интернетом у Дианы. Мы не будем говорить, что это режим у Дианы, поэтому пока она появится, мы начнем задавать вопросы Лале. Лала, а вам кто-то угрожал по телефону или на ваших родственников вот от имени нашего государства, то есть Туркменистана, или нет? Угрозы какие-нибудь были? Угрозы были в комментариях, но я на них внимания не обращаюсь. Это, как всегда, работа МХМ, или как их называют, это я уже знаю. Только так вот то, что со стороны Дианы на мужа тоже давление было оказано, расспрашивали о Диане, звонили им, о Диане расспрашивали, где она, что и чем она занимается, со школы там спрашивали, когда она с России там вернулась, вот Диане вот было. Мне пока еще таких прямых вот угроз обо мне еще пока... было время, когда я только выступала, первое время, когда начала выступать, вот на двоюродного брата спрашивали про меня, где я нахожусь, у меня квартиру хотели отобрать в Сиде. Ну, я уже на второе выступление выступила, и меня оставили в покое. Вот такое было. Окей. А вот такой вопрос. Вот тех людей, которых вы защищаете, им угрозы бывают? То есть, допустим, они с вами связались, передали материал, вы начали их защищать. Им угрожает власть за это? То есть запугивают, угрожают, или как это происходит? Вот кого мы защищаем, им пока запугивания нету, я не слышу, потому что это же все скрытно ведется.
защита. Понятно. Они не знают, кто к нам обращается, потому что это все скрытно, это все, знаете, вот как должна вестись. Не как некоторые правозащитные. Окей, я не хочу ваш профессиональный секрет раскрывать, и вы не должны это говорить. Скажите, пожалуйста, у вас есть ваши источники, ваши, ну, не сотрудники, а источники, с кем вы работаете в Туркменистане? То есть уже свои, то есть уже те люди, которые с вами работают, допустим, приносят досье, ведут работу с людьми и так далее, в Туркменистане? В Туркменистане есть, которые нам помогают, которые нам сообщают о проблемах в Туркменистане. Есть такие люди. Окей. И я вот еще один вопрос хотел бы вам задать. Вот вы были в ОБСЕ, съездили, приехали. Вам никто за это ничто не угрожал на сегодняшний день? Мне не угрожал, но оказывается давление на Диану, на Зарину. Больной вот, еще больше там на других активистов вот угрозы начались. Вот то, что начали вот Дианина родственника спрашивать, где она, вот звонит на Зарина к родителям. Началось давление очень сильно, у нее отец очень больной. И я хочу предупредить Туркменистан и одну правозащитную организацию, они о себе знают, если не дай бог что-то с Дианой случится или с Зариной Ахтямовой, будут две стороны виноваты. Мы Туркменистан будем обвинять, и еще одна сторона, они себя знают. Это из правозащитной организации. Понятно. Не дай бог их кто-то будет, все по закону будет сделано. Понятно. Вот Диана пытается с нами войти в связь, видать, у нее с интернетом проблемы. Поэтому вот ваша группа состоит из 4 молодых девушек. Вот вы работаете, да? Каждый из вас выполняет какую-то определенную работу. Вы очень организованно работаете, потому что реактивность ваша очень большая. И сегодня для защиты прав человека нужна скорость защиты. Потому что если дело тянется и рассматривается долго, люди разочаровываются и потом не обращаются в правозащиту, уходят на другой вариант, на коррупцию или же поступают как-то таким образом, что вредят себя, кто-то убивает, кто-то вешает, кто-то под поезд бросает, кто-то покидает Туркменистан. То есть они из-за невозможности бороться, они теряют надежду и бросают страну, уезжают. Это печально очень, поэтому вот мы все рассчитываем на государство, все от государства ждем, забывая, что государство это всего лишь даже не 1%, 2% часть нашего населения. 98% это мы. И государство это мы, не вот эти 2%. Они просто ведут ту работу, чтобы сегодня все работало. Я имею в виду, ты пришел куда-то, вода была в кране, ты включил свет, свет был в кране, и не более. А все остальное, да, это соблюдение Конституции, это контроль власти, это контроль президента, чтобы он не воровал деньги, контроль чиновников, чтобы не воровали, это идти на выборы, это где бы мы ни работали, следили за каждым полицейским, чтобы не нарушал. Это наша работа, это работа граждан Туркменистана. И мы забыли об этом. Мы забыли, что мы должны это делать. И ввиду того, что мы это забыли за 34 года, появились коррупционеры, которые полностью перешли на сторону диктаторов и просто грабят наш народ. Уже не стесняются, потому что знают, что туркмены не объединяются, они не вместе, он чиновник, у него, значит, есть какие-то права, он позвонит полиции, тому позвонит, тот придет в первую очередь защитить чиновника, а не народ, естественно, потому что вся полиция МХМ работает на власть. Никто из них не работает на народ. Их всех надо менять сегодня. Всех, конечно, не поменяешь, но можно им месседж отправить. Хватит уже, работайте для народа. Когда вы приходите на работу, вы принимаете присягу и говорите, буду работать для своей страны и для своего народа. И потом для президента. И то этого нельзя говорить, потому что ты работаешь на страну и на народ. Президент меняется. А сегодня они дают клятву, я буду служить президенту Туркменистана, выполню все его работы и так далее. Народ там в последнем списке. То есть поэтому
это из-за того, что мы, как народ, не напоминаем, ничего не говорим, молчим просто. Просто мы ждем от них. Как можно ждать от бандитов чего-то? Они, кроме бандитства, кроме криминала, тебе ничего не предложат. Они не делают против нас. Начальник миграционной службы собирает весь коллектив и говорит: новое движение я нашел. Как грабить народ. Теперь вы применяете такую схему, ловите их на этом, подставляете их и зарабатываете, и часть мне приносите. То есть он новую движуху находит, да, то есть, извините за это слово, новое движение. То есть они считают, что они уже официально борются против народа, новое движение делают, как, значит, криминальным, коррупционным способом заработать деньги от народа. Поверьте. Я не виню только Сердара Бердымухамедова, они все виноваты. Я виню Сердара Бердымухамедова в том, что он, будучи президентом, еще ни одного чиновника не уволил, не посадил. Вице-премьера, чиновника. Они все коррупционеры. Любого вот просто Сердар Бердымухамедов говорит: я борюсь против коррупции, против нарушения прав человека. И вот не надо далеко уходить. Вот проводишь собрание Кабинета министров, просто всех берешь, арестовываешь и все. Или, если надо доказательства, просто любого берешь и говоришь: поехали к вам. Приезжаешь к нему домой и смотришь, что у него там находится. Большой дом, несколько машин, горничная, супер оборудование. Если все это посчитать, минимум 400-500 тысяч долларов. Откуда взял он эти деньги? У него зарплата $250. Ну, 300, пускай 500 будет долларов. Чтобы заработать 400-450 тысяч долларов, сколько ему надо трудиться? Он всего вице-премьер 2 года. Как он за 2 года может это заработать, если он не декларировал до этого ничего? Просто отнимаешь его, сажаешь, и все. И он не сможет доказать, откуда взял деньги. Они откуда? Естественно, откуда? Из-за его должности за взятку. Это естественно. То есть вот эту вот борьбу, я буду это делать, это пустой звон пустого человека, который сегодня просто сидит и охраняет кресло президента для своего папы. Сегодня Гурбангул Бердымухамедов, так называемый по кличке Аркадах, является и президентом, и управляет страной. Он узурпировал власть. Своему сыну он передал пост для того, чтобы в его отсутствие тот охранял кресло. Все. Больше нет у него никаких прав, ничего нету. Наоборот, он даже убивает людей. Он вот, приехав в Чарджоу, убил 2 человека. Нерожденного ребенка и женщину, которая была беременна, нуждалась в огромной помощи. Он должен был остановить кортедж, их пропустить и даже сопроводить их. Если даже он узнал, что это произошло, он должен был выступить по телевидению, как нормальный президент, извиниться, принести извинения, наказать этого инспектора, которых не пропускал, показать его народу и сказать: он сейчас получит по заслугам, потому что вина гибели этих людей на нем, и привлечь к ответственности. Разве я неправильно говорю, Диана? Вот так должно было. Да, как быть. минимум. Как минимум. Угу. Вот. Вы пропали со связи, поэтому мы вот без вас проводим эфир. Да. Да. Ну, я бы продолжила, если вы позволите. В общем, да, и в итоге оказали давление на моего ребенка, чтобы он написал на меня донос, абсолютно на него не зла, ничего. Самое главное, что он живой, здоровый выехал. С меня они взяли обязательство, чтобы я в течение 2 месяцев туда приехала, естественно, да. Вот, я сказала: да, конечно, я приеду, в принципе, я хотела туда поехать. Меня отговорили многие мои друзья и товарищи, они сказали, что этот режим не заслуживает такого человека, как ты, чтобы ты там сидела в тюрьме и так далее, ты нужна будешь народу, твой ум и твои вот эти сильные стороны и человеческие качества, они должны принадлежать именно туркменскому народу, но никак клану Бердымухамедовых, потому что они не терпят ни сил, ни сильных, ни умных, ни там активных каких-то людей, они их просто уничтожают. Вот. Ну, в общем, вот как бы вот так все происходило. После ОБСЕ, естественно, они возобновили это все давление, там, ну, через школу там пытаются как-то, как будто какое-то досье там на меня собрать. Хотя досье, естественно, давно уже собрано, уголовное дело заведено. Правда, вот я не знаю, но предполагаю, что по факту, наверное, терроризма, по словам моего ребенка, что он там писал, да, в доносе, в заявлении о доносе в этом,
И вот я хочу, поэтому я хотела воспользоваться вашей площадкой, еще раз предупредить мировое сообщество, предупредить все следовательские, прокурорские и так далее структуры именно мирового уровня, всех правозащитников мировых, все структуры ООН и так далее, и вообще всех оппозиционеров и граждан Туркменистана. Если со мной что-то случится, неважно, меня похитят, меня убьют, меня отравят, там, я упала нечаянно там где-то, да, неважно, абсолютно неважно. Я написала заявление, видеообращение. К заявлению я приложила все факты угроз, все факты нарушения моих прав. Почему, я вам сейчас объясню. Потому что в этом видеообращении и в заявлении я указываю не только власти Туркменистана, но еще некую правозащитную организацию, как они себя позиционируют. Но на самом деле они не являются правозащитниками на том уровне, какой она вообще должна существовать, правозащита, они глубоко ошибаются. То есть все имена, все данные, все факты, все я изложила в письменном виде и также на видеообращение. Это видео и мое заявление с фактами, которые я туда приложила, разослано не одному человеку, а десяткам человек, которым я доверяю, и я знаю, что со мной, если что-то случится, они приступят к действиям. Поэтому всех предупреждаю, лучше со мной не шутите, потому что я, во-первых, я не замолчу, потому что у меня есть свои принципы в жизни. И кто бы что там ни говорил, оскорбления, там унизительные какие-то слова, угрозы и так далее, я абсолютно не буду проявлять никакую реакцию. Объясню почему. Потому что все, кто пытается осквернить мое имя, осквернить мою деятельность, мою личную жизнь какую-то хотят затронуть и так далее, я хочу вам сказать, нам с вами не по пути. У меня другие цели и другие планы. Моя цель – это чтобы граждане моей страны и вообще моя родина была свободной от преступников. И так как наши цели с вами расходятся, поэтому делайте все, что хотите. Это мое последнее обращение к вам. Мне абсолютно все равно. Не тратьте мое время на себя. Вы это время не заслуживаете, и вы это время не получите. Благодарю. Спасибо, Диана. Диана Дадашева, одна из активных членов правозащитной платформы «Даянч». Мы послушали ее мнение. Я хотел бы задать и Лале вопрос. Лала, вот скажите, пожалуйста, вот, вы второй раз ходите, я сейчас уберу вас второй раз. Вот, вы нас слышите, да, Лала? У нее, наверное, интернет замер. Сейчас. Наверное, у нас интернет сегодня слабый. Да. Окей, я сейчас тогда ее беру, она снова зайдет, и мы ее возьмем. Вот, Лала, здравствуйте, еще раз. Вы нас слышите, да? Да, Лала, вот я бы хотел вернуться к вам. Как вы думаете, какие перспективы по правозащитной деятельности, насколько нам удастся вот все эти кейсы по всему миру раскидать, поработать с правозащитными международными организациями и все-таки оказать давление на Туркменистан? И Туркменистан поменяется ли? То есть будут какие-нибудь облегчения или это все равно не даст ничего? Как вы думаете? Какое ваше мнение? Лала, а потом Диана. Я считаю, что это все даст результат, и очень скоро результат. И хочу насчет Даянчи группы нашей платформы сказать, как мы решили это все сделать, потому что у нас были преграды, мгновенное решение не было. И мы решили открыть свою платформу, чтобы защитить наших граждан мгновенно, активистов, чтобы среагировать мгновенно, не сидеть, не ждать, а каждую секунду защищать наших граждан. Да, от нашей защиты тоже будет как влияние на Туркменистан, на всех, но нужно, чтобы туркменистанцы тоже не боялись. У кого, например, посадили родственников по сфабрикованным делам, издеваются над их родственниками, они должны тоже там требовать свои права. У них есть права, такого нету, что они не имеют права своих родственников увидеть, подойти к прокурору, к следователю и требовать свои права, не бояться. Да, мы со своей стороны тоже делаем все возможное и невозможное, но и вы должны нас поддержать, не бояться.
родственник, чей отец, мать, дочь, сын сидят в тюрьмах по незакону, по сфабрикованным делам, пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, идите к следователю, требуйте свои права, не бойтесь. Родственники, которые от вас отворачивают, говорят, что вы там предатели Родины или ваши родные предатели Родины, почему вы не поддерживаете своих? Ведь завтра же и вашу семью коснется это. Требуйте свои права. Вот это я хочу сказать. Потому что мы делаем все возможное и невозможное, и вы должны нас поддержать и требовать свои права. Спасибо. Прежде чем слово дать Диане, я бы хотел еще раз напомнить нашим гражданам, те люди, слуги народа, то есть которые избрались, президент Туркменистана, Меджлис Туркменистана, суды, которые избрались, ну, суды назначены, это понятно, они должны, как слуги народа, служить народу. Они избрали следующих людей, допустим, правительство, они избрали начальников департаментов, начальников отделений полиции и так далее. И вместе они борются против туркменского народа. Обратите внимание, те люди, которые должны служить народу, слуги народа, борются против народа Туркменистана. И народ Туркменистана в это время, когда, допустим, правозащита увидит эти правонарушения, начинает говорить, национальная безопасность с помощью своих микроагентов говорит, что мы предатели народа, предатели Родине. То есть мы предаем этих коррумпированных чиновников, и мы становимся предатели Родины. Родины у нас нету, у нас украли эту Родину, нам продавать нечего. Первое. Второе. Родину как таковую они опозорили. Во всем мире мы являемся на 165-м месте по коррупции. По правам человека, по всем, это даже говорить не надо. Мы возле Северной Кореи. И теперь скажите мне, напишите в комментариях, кто предатель Родины? Те, которые украли наши голоса с вами, пришли к власти. Тот человек, который на протяжении 18 лет угнетает наш народ, передал власть своему сыну и ходит, ворует и преследует каждого туркменистана, похищает снаружи туркменистанца. И потом, когда вот такие правозащитники появляются или политики появляются, начинают это все народу объяснять, почему-то, по мнению Министерства национальной безопасности, эти люди становятся предателями, врагами народа, врагами Родины. Если Родина, этот человек, так называемый Аркадах, по кличке Аркадах, который узурпировал все, что возможно, который создал музей, своего деда туда засунул, отца алкоголика засунул как героя, себя засунул, сына, племянников, всех засунул, создал музей, узурпировал страну. И если мы предаем его, значит, мы предаем Туркменистан, значит, здесь что-то не складывается. Есть какая-то проблема. Значит, если этот человек умрет, и Родина умрет, значит, все, мы потеряли все. Это не так. Я еще раз хочу напомнить. Родина – это там, где ты родился, земля, биомасса, это воздух, это твои родственники, это твои погибшие родственники, те, которые принесли эту землю тебе, доставили свободную. Это страна, где всего лишь 1,5-2% правительства, которая должна нам оказывать услуги. И все это является государством. Родина наша. Но вот эти 1,5-2% не могут быть нашей родиной. Тогда мы забываем всех наших родственников погибших, все наши предки, которые похоронены на туркменской земле, нашу родную деревню, землю, наш воздух, там, наши реки, каналы, все. Мы забываем тогда, получается. Тогда мы становимся, наоборот, предателями наших предков. Если мы на эти 1,5-2% обращаем внимание и говорим, что это наша родина, я думаю, есть какая-то проблема здесь. Как вы думаете, когда вот вы раскрываете правонарушения, преступления и рассказываете, и вот эти сотрудники внештатные, штатные вас называют предателем Родины, как вы думаете, здесь ваши права тоже нарушаются или нет? Диана. Нарушаются ли наши права? Естественно, наши права нарушаются, потому что в Конституции Туркменистана написано, что мы имеем право на свободу выражения мнения, да, на свободу слова, а нас как раз-таки из-за того, что мы свои конституционные права соблюдаем, нас
называют предателями Родины. Естественно, если вывести из этого... Маленькая кучка использует это выражение. Да, маленькая кучка, вот которым я хочу сейчас сказать в дополнение к вашим словам, как выразился один прекрасный певец, что Родина – это не пятая точка президента, и не надо ее лизать. Может быть, это грубо, но это как раз-таки относится именно к вам. Окей, спасибо большое. И скажите, Диана, вот какая перспектива вашей работы, то есть скажется это ли завтра на состояние в Туркменистане, на уменьшение правонарушений или же на соблюдение прав человека? То есть ваша активная работа сможет ли в дальнейшем повлиять в Туркменистане, чтобы права человека соблюдались, хотя бы начали соблюдаться или хотя бы обратили внимание и так далее? Как вы думаете? Нет, только, может быть, даже не 1%, а 0,5%, может быть, частично. А те кейсы, которые мы можем доказать, сможем донести до мирового сообщества, то, что вот прям на ладошке есть. А как бы наши граждане еще не все готовы заявлять о правонарушениях, это раз. Во-вторых, я же говорю, преступники никогда не скажут, что я преступник, поэтому... Нет, они должны сложить полномочия, и вот только тогда, да, я верю, что Туркменистан изменится, появится гражданское общество, у нас замечательные люди, у нас замечательная молодежь, и только тогда все получится, а в остальное я не верю. Только какой-то, может, маленький самый процент получится, но мы будем действовать в любом случае. Окей. Я сейчас посчитал, вот пока вы объясняли, по сводкам в Туркменистане проживает 7 миллионов 80 тысяч человек. По статистике. Ну, плюс-минус там 20-30 тысяч. И чиновников в Туркменистане около в районе 250 тысяч. Чуть меньше, 230 или 240. Ну, возьмем 250 тысяч. Тогда получается вот 3,5% всего. Вот эти все чиновники, начиная с домоуправления, вот ты на улице ходишь, постовой, домоуправление, мэрия, там уборщица, президент, его аппарат президента, короче, все, кто на довольствие государства, государственные сотрудники, да, они составляют где-то около 250 тысяч человек в Туркменистане. Все вместе взятые. Хакимы, таможня, граница, все абсолютно. То есть это 3,5% населения. Вот из этих 3,5% населения реально коррупция мощно занимается где-то, ну, даже не 1%. И вот теперь мы эти 1% начинаем рассказывать, что они очень сильно делают коррупцию, и это вредит нашему процветанию, нашему движению вперед, наше гражданское общество из-за этого страдает. Нету никаких элементарных прав из-за этого мы когда рассказываем, то получается вот эти 1% населения, они не управляют, они просто грабят народ и угнетают народ. Во главе стоит, естественно, президент. Почему я говорю во главе стоит? Вот только что я объяснял. Давайте послушаем нашего так называемого президента, да, что он говорит, какие гарантии он дает о защите прав человека, о защите Конституции, о соблюдении законов Туркменистана в Туркменистане. Давайте послушаем. Президент saylovlarda halkın fetlerini oğurlan kezzap, Kağızı tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovyet hükmüne alan Türkmenistan'ın Beykanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflı hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya,
Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyorum. Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecek mi? Kasam ediyorum. То есть он говорит, я буду работать буду работать для народа, буду им преданным и верным быть и работать для народа. Вот последнее убийство Сердаром Бердымухамедовым, беременной женщины со своим ребенком. Что вы скажете? Вот его слова, которые он говорит и которые он делает, расходятся ли? И как можно вот этого лицемера воспринимать президентом? Как вы думаете, ваше мнение как правозащитник? Диана. Конечно, это полное лицемерие, ложь и абсолютно не соответствует правде. Это не только женщина в Либабском вилаяте. Вот сегодня я увидела новые новости. Мальчик наш, гражданин Туркменистана, молоденький, попал под колеса автомобиля в Турции, когда убегал от полиции на проверку документов. Это тоже система именно убила его. Это не убили его колеса, не убила полиция, которая за ним гналась, чтобы проверить документы. Это убила его система, точно так же, как и эту женщину с нерожденным малышом. Потому что если бы они предоставляли документы в дипломатических учреждениях, женщина, которая убегала точно так же от полиции, упала с 4-го этажа с балкона, погибла и так далее. Все это жертвы системы. То есть убийство системы происходит каждый день, потому что люди, находясь без документов, не могут пользоваться медицинскими услугами и умирают просто от каких-то болезней, от алкогольного отравления, от того, что убегают от полиции, лишь бы не попасть домой, потому что они приехали на заработки и налаживать, да, свои финансовые вопросы. Поэтому, естественно, это ложь, лицемерие, подлость в отношении народа. И всегда буду говорить, что это именно геноцид против собственного народа в 21 веке. Это преступление. Да, спасибо. Вот здесь можно спорить о геноциде. Частичный геноцид или полный геноцид, но это не принципиально, я вам сразу скажу, это геноцид. Поэтому я согласен с вами. Вот скажите такую вещь, Диана и Лала, мы завершаем нашу программу. Прежде чем завершить, я бы хотел напомнить еще раз нашим зрителям и слушателям, что сегодня вот этой правозащитной платформы Даянж идет очень большая угроза со стороны правительства Туркменистана, со стороны национальной безопасности. Оказывается огромное давление на их семьи в Туркменистане. Оказывается огромное давление на их, как психологически, так и предупреждают, что мы вас заберем, мы с вами поступим так же, как с Алишером Сахатовым, Абдулла Урусовым и так далее. Независимо от этого, наши девчата борются, выполняют огромнейшую работу. Они переломатили столько досье, столько отправили писем. Ну, вот скажем, я в ДВТ столько не смог сделать, сколько они сделали за полгода. Молодцы, я очень рад, что вы так работаете, и мы будем всегда вас поддерживать. Мы всегда на вашей стороне, потому что нам такие, как вы, вот такие организации надо около 200. Чтобы любой туркмен не выезжал из своей страны на заработки в другую страну, чтобы любой туркмен не мечтал покинуть Туркменистан навсегда, нам нужны вот такие правозащитные организации, которые будут внутри Туркменистана брать чиновника за бохурдок, как говорят, за шкирку, и заставлять его исполнять свои обязанности. В противном случае тут же в прокуратуру и его привлекут к ответственности. Вот этого до сегодняшнего дня в Туркменистане не было. Адвокатов загнали в угол. У них никаких прав нету, их никуда не допускают. Их пугают тем, что если будешь сильно как бы выеживаться, мы тебя тоже заберем. И они, бедные, тоже вынуждены лимитировать свою деятельность. Поэтому адвокатской защиты нету. Если будет адвокатская защита, правозащита в Туркменистане, то диктатура не появится, она исчезнет элементарно. Потому что Сердар, если не будет платить хорошую зарплату полицейским, то есть они перестанут брать взятки, если он не поднимет им зарплату от 450-850 тысяч долларов, они не будут исполнять эти незаконные требования президента. Тогда Сердару придется работать над экономикой Туркменистана, приносить большую прибыль в казну и оттуда платить этим вот гражданам Туркменистана, полицейским, чиновникам, чтобы они не брали взятку. Сегодня
Сердар Бердымухамедов и Гурбангулы, то есть семейный подряд, специально не платят деньги правоохранительным органам, Комитету национальной безопасности, прокуратуре, судам и полиции. Они платят от 100 до $200 в месяц зарплату, заработную плату. И они изначально их толкают на преступление, изначально их толкают на коррупцию, изначально их толкают, говорят, остальные деньги соберете с народа. Эта практику ввел Ниязов. Когда к нему, я помню, я был в Туркменистане, это показывали по центральному телевидению, вы знаете, по вечерам, когда кабинет министров проходил, Ниязов выступал, это крутили 3-4 дня. Вольно-невольно ты это увидишь. И тогда министр внутренних дел сказал, что вот мы институт, полиции сделали, нам нужны деньги и так далее. Он сказал, выйди на улицу, посмотри, сколько людей ходит, вот деньги. То есть он их толкнул на преступление. После этого они начали этим заниматься. И это продолжается. То есть государство изначально не платит полную зарплату, платит $100, $150 полицейскому, прокуратуре и так далее, и говорит, остальное вы заработаете у народа. И поэтому вот эти правонарушения появляются, и поэтому, как вы говорите, везде нету ни одной области, где нету правонарушения. И нету ни одной области, где бы людям как бы не нарушили их права. И почему они не могут? Это не только прокуратура, это не только полиция, они идут в суд, то же самое там. Потому что общая зарплата составляет, средняя зарплата составляет около $200. На $200 никто, ни прокурор, ни начальник суда, ни начальник полицейского участка не сможет прожить и прокормить свою семью. Он обязан брать взятки, чтобы выжить, но это настолько логично и элементарно. И вот эти вот Сердар и Бердымухамедов играют дурачка, что все классно, телевидение показывает, все хорошо, у нас небо свободное, все это достигается за счет запугивания, страха и запретов. Это не жизнь, это не та жизнь, которую мы избирали, или это не та жизнь, которую наши предки избирали. Поэтому мы и как политики и правозащитники против того, чтобы все вот эти благосостояния нам преподносили за счет лишения наших элементарных прав, свободы и выражения, свободы защиты своих интересов, право на медицину, право на работу, право на бизнес, право на все. Вот это все они как бы забирают и нам дают только мирное небо. Они не дают мирное небо, я хотел бы напомнить, это мирное небо есть в 165 странах нашей планеты, может и больше, да? То есть даже вот... Можно я коротко скажу? Причем это мирное небо они присвоили себе, хотя нейтралитет для нас взял Ниязов. И да. Это тоже не их заслуга. Даже не в этом. Даже если у нас не было бы нейтралитета, да, у нас было бы мирное небо, поверьте. Не было бы Гурбангулы Бердымухамедова, все равно было бы мирное небо. Посмотрите, в Иране мирное небо, в Афганистане мирное небо, в Узбекистане мирное небо, в Казахстане мирное небо, в Кыргызстане мирное небо, у нас мирное небо. Это не заслуга их. Это регион, он тихий регион, там нет такого, что как Армения, Азербайджан, там такого нету. Наш регион тихий. Все границы, все демаркализированы, никаких спорных таких вот территорий или спорных вопросов между странами нету. Если их не поднимать и не угнетать, да, вот, не нагнетать эту ситуацию, нету. Любой бы президент, даже Чебана поставили бы, все равно было бы мирное небо. То есть это не заслуга Гурбангулы Бердымухамедова. Это вот факт. Поэтому на это ссылаться именно не надо. Вот. Я бы хотел завершить на этом нашу программу и каждому из вас предоставить по минуте. Я бы хотел, чтобы вы напомнили еще раз о тех угрозах, которые осуществляются в ваш адрес и в адрес вашей семьи. Я бы хотел напомнить о той огромной работе, которую вы делаете, чтобы вы напомнили это нашему народу. Пожалуйста, слово вам. Начнем Диана, потом Лала. Ну, я хочу сказать, что угрозы поступали, поступают и будут поступать. Они не остановятся точно так же, как и мы. Система не бдит, но это уже бесполезно, потому что мы перешли уже совершенно на другой уровень. И
И, естественно, вам сейчас уже ничего не поможет, вам только осталось сложить полномочия добровольно и уйти, потому что вы недееспособны. Об угрозах я, как и ранее сказала, уже сообщила во все инстанции всевозможные. И плюс ко всему я оставила видео, чтобы предупредить, от кого мне исходит опасность и угроза. И хочу обратиться к гражданам Туркменистана. Не бойтесь, заявляйте о своих правах. Если у вас забрали ваши права, это не означает, что у вас их нет. Благодарю. Спасибо, правильно сказали. Если у вас забрали ваши права на какое-то время, это не значит, что они исчезли навсегда. Они есть всегда, только это связано с тем, что вы должны их защитить. Спасибо. Лала, пожалуйста, вам. Спасибо. Я хочу еще раз обратиться к властям Туркменистана и к одной из правозащитных организаций, которая угрожает Диане и Зарине, опасность, от которых происходит опасность, что если что-то с Зариной или Дианой случится, что я буду действовать мгновенно, чтобы их наказали по закону. Это будет мгновенно, не день, не два, чтобы мгновенно я добьюсь, чтобы это сделали. И других активистов в этот раз, не дай бог, тронут, тоже буду теперь добиваться, чтобы мгновенно наказывали. Ни день, ни два, ни месяц, ни три, чтобы мгновенно находили и наказывали. Теперь у нас уже появился опыт, как это делать, как это все происходит. Поэтому власть Туркменистана, есть мы, правозащита, группа Даянч, и мы не дадим больше никого в обиду и требуем, чтобы Бердымухамедова и вся преступная власть сложили полномочия. От меня все. Спасибо большое. И если вы позволите, на этой ноте мы и закончим. Я благодарю Диану Дадашеву, Лалу Абдурахманову и правозащитную платформу Даянч за вашу огромную работу, которую вы делаете. Мы рады очень. Мы очень рады, что вы появились, что вы делаете огромную работу. Вот в этой работе сразу вас никто и благодарить не будет. Это только на протяжении какого-то времени результаты будут очень большие, и тогда народ отблагодарит за все, что вы делаете. Поэтому мы работаем не за благодарность, мы просто помогаем людям. Да, ну я хочу сказать, сытый голодного не поймет, так как мы сами прожили это все на своей шкуре, поэтому так как мы понимаем граждан Туркменистана в уязвимом положении, наверное, редко кто их может понять, особенно все старые НПО, которые уже давно живут за границей, живут в достатке, слава богу, пусть и живут в достатке дальше, да, но никто не поймет проблемы граждан так, как мы их понимаем, потому что мы это все прожили на себе. И хотим поблагодарить, Мурат Клычевич, и вашу команду за поддержку, и всех наших граждан, которые нас поддерживают. Благодарности мы не ждем. Наша благодарность будет тогда, когда наш народ и наша Родина будет свободна от преступной власти. Всего хорошего. Благодарность я хочу подсоединиться, потому что я тоже хотела поблагодарить Мурата Клычевича и его команду за поддержку, за большую поддержку и всех, кто нас поддерживает. Спасибо огромное. Спасибо. Как говорит Диана Дадашева, если у вас украли права, это не значит, что этих прав у вас нет. На этой ноте мы закончим, и я вам всем желаю огромных успехов, потому что ваши успехи – это помощь народу. И я думаю, что наши земляки к вам обратятся, и вы сможете им помочь. Только так вместе мы можем победить этот режим. До скорого. Счастливо. Благодарю. Спасибо, до свидания.